Поддержать учителей родного языка и родной литературы и распространить их передовой опыт преподавания этих предметов на всю страну. Такую задачу перед собой поставили в Федеральном Минпросвещении. Впервые решили провести всероссийский конкурс, где выберут лучших учителей по этим дисциплинам. Чувашию на состязании представит педагог Чебоксарской школы номер 40 Александр Степанов. Именно он выиграл региональный этап конкурса. Какую методику применяет Александр Степанов, чтобы дети на уроках лучше запоминали слова на чувашском и могли правильно формировать из них предложения? Расскажем в сюжете. Салам. Салам. Эза Миньятла. Эбе Марина ятла. Пидяван Марина. Эза Мижемеш классра веренеде. Пейкимеш классра веренеде. Матур. Это кадры 2018 года. Учитель родного языка Александр Степанов уже тогда активно разрабатывал свою методику преподавания. Больше разговора с детьми на национальном языке, меньше зубрежек всевозможных правил. И этот подход оказался весьма жизнеспособным. Второклассники без труда складывают чувашские слова в предложения, причем конструктивно и стилистически верные. Манана кильте чувашла калать, а те они. У беспереводного метода обучения школьников, по мнению Александра Степанова, масса плюсов. В игровой форме на уроках Александр Марсович много говорит на чувашском и еще больше жестикулирует. Дети на лету схватывают фразы, запоминают их и понимают, где и когда их уместно употреблять в речи. Таким образом, развивая языковое чутье. Не зря же этот метод еще в 2018 году оценили на уровне страны. Учитель из Чебоксара стал обладателем гран-при «Серебряное перо» всероссийского мастер-класса учителей родного языка. Сейчас Александр Степанов без дела тоже не сидит. На всероссийский конкурс уже отослал свою видеовизитку, где подробно рассказал, что подталкивает родителей отправлять к нему на уроки своих детей. Если я пройду заочный этап и пригласят меня на очный этап, то должен я еще пройти несколько испытаний. Это открытый урок с учащимися, методический семинар, классный час и мастер-класс. Структуру открытого урока педагог, по его словам, уже выстроил и готов представить конкурсному жюри хоть сегодня. Но придется немного попридержать коней. Заключительный этап всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы-2022» пройдет на Ставрополье в середине сентября. Евгения Зиновьева, Алена Артемкина, Виктор Степанов. Вести Чувашия.